Депутаты Госсовета сегодня утвердили кандидатуры постпреда Коми при президенте. Им стал Сергей Мамонов и министр финансов региона. На эту должность назначен Владимир Казаков. Именно он сегодня дольше всех занимал трибуну республиканского парламента, когда после доклада главы Коми в Госсовете прошла очередная сессия. Народные избранники разобрали 40 вопросов от бюджета и социальных обязательств до изменений в Конституцию и избирательного законодательства. Подробнее Евгений Стокос. 2021 год, благодаря росту цен на углеводороды, Коми завершила более чем с 2-миллиардным профицитом бюджета. Руководитель Минфина Владимир Казаков, отчитываясь перед народными избранниками, сообщает, приоритет правительства сейчас в поддержке муниципалитетов и местных предприятий. Порядка 30% расходной части бюджета у нас в виде межбюджетных трансфертов перечисляется в муниципалитеты. То есть это порядка 30 миллиардов рублей по уровню 2021 года. Так, для примера, именно с 2020 годом, если сравнивать, то там прирост, если не ошибаюсь, порядка 14% происходил. На 2022 год еще рост на 8%. Депутаты Госсовета проголосовали за освобождение от налога на имущество воздушных перевозчиков. Продлена на год вдвое сниженная налоговая ставка при упрощенной системе налогообложения. Айтишники при упрощенке вообще в течение 3 лет будут платить всего 1% налогов. И налоговые каникулы для ИП продлены до 2025 года. На вопрос депутатов, почему бюджет не выполнен на 100%, глава Минфина отвечает, эти деньги никуда не пропали. Это у нас было запланировано под капитальные ремонты, то есть школ, больниц и прочее. И мы, конечно, понимали, что закладывая эти деньги именно под эти направления, мы до конца года их освоить не успеем. Но, тем не менее, это у нас осталось на остатках счетов этих организаций, которые, соответственно, с 2022 года без промедления уже приступили к работам. Вокруг других вопросов повестки порой разгоралась нешуточная дискуссия. К примеру, яблоком раздора стало избирательное законодательство, которое республике предложили привести в соответствие с федеральным. Большое изменение – это исключение такого участника избирательного процесса, как член комиссии с правом совещательного голоса, из контроля за деятельностью участковыми избирательными комиссиями, территориальными избирательными комиссиями и окружными избирательными комиссиями. Кроме того, в соответствии с федеральным законом, законопроект предполагает возможность проведения дистанционного электронного голосования на всех выборах региональных и местных, которые будут проводиться на территории Республики Коми. Кроме того, отныне перед публикацией агитационных материалов в СМИ кандидаты на выборах должны будут сначала показать их территориальным избирательным комиссиям. Пропадут и муниципальные избирательные комиссии, но в Коми их и не было. После дискуссии голосование все же расставило все на свои места. Изменения в законодательство были приняты. Евгений Стокос, Яков Шлегель, Юрган.